Самый современный, не имеющий аналогов во всем Северном Кавказе. Открытие амбулаторно-диагностического медицинского центра запланировано в Магасе. Медучреждение будет построено в рамках реализации инвестпроекта и включать в себя полный цикл медицинской диагностики для всей семьи. Многие жители выезжают за пределы региона для проверки своего организма и получения консультации от узких специалистов в крупные клиники страны. Теперь при содействии основателя благотворительного фонда «Сафмар» эту проблему планируют решить уже в будущем году. Была ваша просьба, что в республике нет современного диагностического центра отдельного, да, и мы в Москве, посоветовавшись, нашли инвестора, два инвестора, которые необходимые средства для закупки оборудования. Они создали 27 центров диагностических. Это такая большая структура. Люди построят, они уже там помещение подобрали, расскажут сами, какое оборудование будут закупать. Они ставят, привезут специалистов, людей, обучать. Но это целая программа. Наша частная медицина практически на зачаточном уровне, если сравнить с ними. Наша задача, та часть людей, которая может платить, чтобы они это делали здесь. Но это доп. Рабочие места. Это налоги, это не благотворительное, это не имеет отношения, да? Это инвестиционные частные пожертвования, частные деньги, которые будут, ну, по крайней мере, это будет дешевле, чем доехать до Москвы и проживать там, и получить необходимые консультации, они получат здесь за меньшую сумму, чтобы они ехали туда, и получат качественно такой же, как они получат ее в Москве. Это очень важно для нас. В той же Германии. По вашей просьбе вы сказали, что это самый важный момент для Ингушетии. Очень важно, очень важно. Да. В новой клинике будет предоставляться весь спектр диагностических и консультационных услуг. Компьютерная и магнитно-резонансная томография, рентген, УЗИ, эндоскопия. В центре создадут самые современные условия для ведения амбулаторного приема по основным медицинским направлениям. Терапия, кардиология, гинекология, урология, хирургия, травматология, педиатрия и не только. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что для всех жителей республики это очень важный проект. Для республики это очень важно, для жителей республики это важно. Для нас это большое дело, огромное дело. И понимание благотворительного фонда, вас как инвесторов, мы готовы со своей стороны, как руководитель региона, способствовать этому. Вопрос-то даже не в плате за диагностику, когда едут, а логистика. То есть люди тратят очень много средств, потому что ни ребенок, ни мама, ни сестра, ни брат, дядя не выезжает без сопровождения. Это траты, давайте уж буквально, да, на проживание в другом регионе или в городе, да, даже в Москве и в другом регионе. Поэтому то, что человек может вот здесь вот пройти или доехать там полчаса, час и продиагностироваться здесь, я думаю, что это будет здорово. Диагностический центр, он нам очень необходим. Мы получаем неделю раз просьбу отправить туда. Вот, кстати, Михаил Сафарбекович, вот представь себе, в год 200 человек, я раньше не знал, пока амбулифт не купил, я попросили, у нас не было амбулифта даже. И представь себе, через Минводы 200 человек отправлялись в другие регионы, чтобы отправить больного человека. Им никаких препятствий не должно быть. Они должны строить, оборудовать и создать ту клинику, где можно было диспансеризацию пройти. Да? Вот это должны они, а остальное мы должны им способствовать. К реализации грандиозного проекта планируется привлекать к сотрудничеству лучшие институты Москвы. К примеру, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена для лечения онкозаболеваний или Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Семашко. С институтом Герцена Москвы, чтобы дальше человек мог пройти лечение в таких институтах в Москве или в каком-то другом городе. Мы видим, что глава республики Махмуд-Али Макшарипович и Михаил Сафарбекович делают очень хорошее дело для республики. Я думаю, что будет новых много объектов.
Сейчас инвесторы ищут подходящее здание в Магасе, в котором разместится будущий диагностический центр. Следующим этапом реализации проекта станут необходимые ремонтные работы и закупка медицинского оборудования. Это будет лучшая аппаратура, безусловно, и таких мировых брендов, очень серьезная аппаратура. Поэтому я думаю, что так как и город хорошо расположен, мы сейчас ищем помещение, которое будет по логистике, чтобы было удобно приехать с других республик. Ну, вот посмотрим. В будущем планируется строительство второго корпуса, в котором будет создана возможность стационарного лечения больных. В первую очередь медики намерены вывести статистику и понять, какие именно заболевания преобладают среди населения республики. В республике больше каких больных? Это или онкология, или кардиология. Или кардиология, в зависимости от этого мы, конечно, будем тогда расширяться с помощью вас, Махмуд Али, и, конечно, большая поддержка и ваша, и Михаила Сафарбековича. Я думаю, что все вместе мы сможем сделать то, что полезное, нужно для республики. Сам центр будет рассчитан на 450-500 посещений в сутки. Его запуск позволит создать в регионе более 120 новых рабочих мест, куда входит не только медицинский, но и административный персонал. Для республики это большое подспорье. Этот центр будет на ранних стадиях выявлять все заболевания. Диагностика – это, наверное, половина лечения заболеваний. Самое главное – это выявить заболевание, и тем более на ранних стадиях. В самом центре будут работать медики, которые пройдут обучение на базе ведущих московских клиник. В том числе планируется привлечение для работы в диагностическом центре перспективных ингушских врачей, которые ранее покинули регион и работали в других субъектах. Открытие клиники запланировано на 4-й квартал 2024 года. Зелимхан Калоев, Сулейман Костоев. Новости 24.